Какой? Дети, вы объединились в группы. Давайте, Беликова, сиди правильно. Давайте, вы объединились в группы. Давайте сразу вспомним, как надо работать в группах, дети. Сразу вспомним, как надо работать, Алина. Надо работать сообща. Как надо работать? Надо работать вместе. Вместе. Я немножко вам помогу, дети. Надо слушать друг друга, не перебивать, ждать своей очереди, чтобы высказаться, расходиться во взглядах более дружелюбно. А кого надо выбрать в группах, дети? Кто скажет, кого надо было выбрать, Раина? Ответственно. Надо выбрать, полные ответы давайте, дети. Надо выбрать ответственно. Выбирайте между собой ответственного и оденьте значки. А теперь, дети, перед вами, у вас в руках строчки из рассказа Тургенева Ивана Сергеевича «Воробей». Вот ваша задача. Вы должны соединить эти строчки так, чтобы у вас получились отрывки из этого рассказа. Потом вы внимательно прочитаете, и мы с вами увидим, правильно вы заняли свои места в группе или нет. Давайте, соединяйте. Соединяйте. Тихо, тихо. Не забывайте, как надо работать в группах. Надо слушать друг друга, дети. Не перебивайте друг друга. Вот. Передавайте, соединяйте. Аккуратно, аккуратно. Какая группа будет готова, поднимите, дети, руки над столом домиком. Домиком поднимите, пожалуйста. Опустили. А теперь первая группа. Вы читаете по цепочке. По цепочке читаем. Я возвращался с охоты и шла по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. Как бы зачем перед собой дичь, я гляну вдоль аллеи и увидал молодого воробья, желтизной, около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда и сидел неподвижно. Беспомощно растопыри едва прораставшие крылышки. Молодцы, правильно соединили. Теперь вторая группа. У вас читает ответственный. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой, и весь взъерошенный, искаженный отчаянием и жалким писком, прыгнул 2 раза в направлении зубастой раскрытой пасти. Молодцы, тоже правильно соединили. А теперь третья группа. Вы читаете по абзацам. Он кинулся спасать, он заслонил собой свое детище, но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок отвечал и охрип. Он замирал, он жертвовал собой. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака? И все-таки он не мог усидеть на своем высокой безопасной ветке. Сила сильнее его воли сбросила его оттуда. Молодцы, тоже правильно соединили рассказ. Таким образом, дети, мы все с вами повторили рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Воробей», и мы увидели, что вы правильно заняли свои места. Молодцы. А теперь у вас на партах оценочные листы. Берем и оцениваем за первую работу. Собрать рассказ вместе. Находим и ставим сами себе оценки. А в конце урока я их заберу и поставлю свою оценку. Все, поставили? А теперь, дети, продолжаем наше путешествие. Предлагаю следующее задание в группах. Первая группа. Вы будете биологи. Вы должны будете заполнить паспорт писателя. Вот паспорт писателя. Открываете и заполняете биографию писателя. Вторая группа.
На прошлом уроке я всему классу давала задание найти информацию о воробьях, о их пользе, почему их так назвали. Вы подготовьте информацию о воробьях. А третья команда, вы ответьте на эти вопросы. Отвечайте. Подумайте, дети, кто у вас... Сперва напишите, потом подумайте, кто от вашей группы будет выступать, отвечать эти вопросы. Работайте, как надо работать в группах, не забывайте. Вы тоже работаете вместе. Помогайте. Помогайте. Нашли вы на вопросы? Заполняйте, заполняйте. Вы закончили еще? Ну что, дети, представляем ваши исследования. Первая группа – биологи. Что у вас получилось? Кто от вашей группы отвечает? Я и Сулейман. А ну-ка, показываем, рассказываем, что у вас получилось. Иван Сергеевич Тургенев, знаменитый русский писатель, поэт, публицист и драматург. Родился 28 октября 1818 году в городе Орел. Семья его и по матери, и по отцу принадлежали к дворянскому классу. Первое образование Тургенев получил имение Спасском в Лудовинове. С переездом семьи в Москву обучение проходило в частных школах. Грамоте мальчику учили немецкие, французские учителя. Знал немецкий, французский, английский языки. Первые его произведения опубликованы в журнале «Современник». Его хорошими друзьями были Островский, Белинский, Достоевский, Гончаровский и другие писатели. Тургенев был человеком чистоплотным, опрятно одевался. Прямо. А ну-ка показываем, что у вас получилось, дети. Вот они заполнили паспорт писателя. Вот заполнили паспорт писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Дети, молодцы, садитесь. Историки, подождите пока. Историки, давайте оценим, вот как они поработали. Скажи. Биографы хорошо справились, задание было очень интересно их слушать. Молодцы, молодцы, садитесь. Теперь вторая группа. Вам бы, давайте представьте ваши исследования. Кто от вашей группы отвечает? Отвечает Муслим. Еще. Воробьи – это прожорливые птички. Часто они летают по садам и полям и вредят урожаю. Само название воробья говорит об этом. Воробей! Кричали крестьяне, когда видели, как воробьи уничтожают посевы. Так их зовут с тех пор. Это очень проворные птицы. Они, не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей миски, подбирают крохи под самым носом сытого, ленивого кота. Питаются воробьи жучками, личинками, и этим они приносят пользу нашим садам и лесам. Хорошо. А дети нашего класса наблюдали, дети, за воробьями дома. Вот у них были фотоаппараты наши, и они снимали. Залина и Сулейман очень хорошие наблюдатели. Сейчас посмотрим фильм, который они сняли. Посмотрите внимательно. Хотя нам Муслим сказал, что их крестьяне называли, воры их называли, но они очень дружные птицы. Воробьев можно разделить на две группы. Они бывают городские воробьи и деревенские. Городские воробьи – это те, которые живут рядом с нашими домами, а деревенские воробьи живут в парках, в садах, огородах, деревнях. Посмотрите внимательно, какой фильм они сняли. А кто еще наблюдал в классе? Вы больше никто не наблюдал? Вы же наблюдали. Магомед, ты тоже не наблюдал? Ты сегодня плохо отвечаешь. У нас на крыше бани живут воробьи. Им там тепло. Я всегда наблюдаю за ними с братом. Во дворе нашего дома мы повесили кормушку. Воробьи прилетают и едят дружно. Молодцы! Ребята, не только дома.
но и на уроках окружающего мира мы наблюдаем за воробьями. Наблюдали, вот посмотрите. Сейчас увидим, как мы на уроках окружающего мира наблюдали. Вот мы наблюдали на уроках окружающего мира. Дети, зимой им приходится туго. Вот везде лежит снег, кушать нечего. Поэтому надо делать скворечники, сыпать туда корм. Нужно заботиться о них, потому что они наши братья меньшие. А теперь, литераторы, оцениваем работу историков. Оцените, Рамазан, оцени. Историки хорошо справились с заданием. Было очень интересно их слушать. Слушай, молодцы, справились, хорошо справились. А теперь ваша была задача ответить на вопросы. Отвечаем на вопросы. Кто у вас отвечает? Сидя отвечайте. На первый вопрос отвечает Мария. Какой момент произведения был самый напряженный? Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей заслонил своего детеныша. На второй вопрос отвечает Амир. Опишите старого воробья. Старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взрослый, искаженный, с отчаянным жалким писком прыгнул раза два направления зубастой раскрытой пасти. На третий вопрос отвечает Фатима. Как вы понимаете, камнем упал? Здесь Иван Сергеевич Тургенев использует сравнение. Камнем упал, быстро упал, стремительно упал. Хорошо, биологи, оценивайте их работу. Как группа биологов, Сулейман, скажи. Группа литераторов хорошо справились с заданием. Мне было очень интересно их слушать. А теперь у вас вот оценочные листы. Оценивайте эту работу. Самостоятельно подготовленная информация, учащихся находим и оцениваем. Оценили, дети? А кто скажет мне, кто такой Иван Сергеевич Тургенев? Кто такой Иван Сергеевич Тургенев? Он писатель. Он писатель. Писатель, дети, это человек, который занимается литературным трудом, пишет литературные и художественные произведения. А как мы называем людей, которые пишут красками? Как мы их называем? Этих людей, Мария, художниками называем. В нашем классе тоже есть дети, которые хорошо рисуют, дети. Вот, мы их тоже можем назвать художниками. Проведем конкурс вот среди этих рисунков. Какой рисунок вам больше всего нравится, дети? Какой рисунок нравится? Мне нравится, скажи полный ответ. Первую часть, Первый ряд. Первый ряд, второй рисунок. Второй рисунок. Этот рисунок Вилагаевой Камилы. Еще, скажи, Магомед. Первый ряд, второй рисунок. Второй ряд, первый рисунок. Тебе два рисунка сразу понравилось, да? И этот второй рисунок, и пакистский рисунок, да? Наджафова и Пакиза. Мария, тебе какой рисунок нравится? Мне нравится первый ряд, второй рисунок. Молодец, второй рисунок нравится. Раина, скажи. Мне нравится первый ряд, второй рисунок. Дети, очень много голосов было за этот рисунок. Первый ряд, второй рисунок. Этот рисунок нарисовала Вилагаева Камила. У нее первое место. А сейчас, дети, мы немножко устали, отдохнем. На уроке не забываем заботиться о здоровье. Встали все. Встали. 3, 4.
заняли свои места, а мы продолжаем с вами наше путешествие. О чем была, дети, физминутка? И что общего во всех заданиях, которые мы выполняли? О чем была физминутка? Скажи, Залина. О птицах. О птицах, дети. Совершенно верно. А теперь скажите, какая будет тема урока? Какая будет тема урока? Скажи, Пакизат. Мне кажется, что наш урок будет о птицах. Тебе кажется, что наш урок будет о птицах? Совершенно верно, молодцы. Я уточню. Тема нашего урока, дети, тема нашего урока Викентий Викентьевич Вересаев, братишка. А если мы уже знаем тему урока, но нужно поставить цель урока, дети. Чем мы будем сегодня заниматься на уроке? Чем мы будем заниматься на уроке? Кто скажет, скажи, Пакизат. Будем выразительно читать. Будем выразительно читать, скажи. Будем наблюдать за птицей. Будем наблюдать за птицей. Залина, что мы будем делать? наблюдать за жизнью, повадками этих животных, отвечая на вопросы, познакомимся с жизнью автора. Молодец. А кто такой Вересаев, дети? Кто такой Вересаев, скажи? Он писатель. Он писатель. Информацию о Викентии Викентьевиче Вересаеве нам подготовили Камила Вилагаева и Пакизат. Читайте. Вересаев Викентий Викентьевич, русский прозаик, литературовед, поэт-переводчик. Родился 4 января 1867 году в семье врача. Его отец основал в городе Туле городскую больницу. Мать открыла у себя дома первый детский сад в городе Туле. Вересаев закончил серебряной медалью гимназию, а затем историко-филологический факультет университета в Петербурге, а затем учился на врача. Писать начал 14 лет. В своих произведениях старался показать духовное развитие своих персонажей, победу сил добра над силами зла. Он писал романы «В тупике», «Сестры», драмы, повести, рассказы, «Загадка», «Поры», «Ванька», «Встреча», «Мать», «Дедушка» и другие. Награды. Пушкинская премия Академии наук, Сталинская премия первой степени, Орден Трудового Красного Знамени, медаль за оборону Кавказа. У него, дети, кроме этих рассказов, кроме этих произведений, есть очень интересный рассказ «Братишка». Открыли все страницу 108. Открыли 108, Викентий Вересаев, братишка. Подумайте, пожалуйста, о чем может идти речь в рассказе «Братишка»? Можно ли догадаться по названию, по иллюстрации, на какие же мысли нас наводит это произведение и иллюстрация? Можно ли предположить, дети, кто будет главным героем этого рассказа? Как вы думаете, кто будет главным героем рассказа? Скажи, Залина. Воробей. Воробьи. Ты так думаешь, да, что будут воробьи? Раина, а как ты думаешь? Ты думаешь про двух братьев, да? А еще, скажи, Пакизат. Птичка. О птичках будет, да? Мы выслушали все ваши предположения. Хотите проверить, кто оказался прав, дети? Для этого нам нужно, дети, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно познакомиться с этим произведением. И мы увидим, насколько точны наши предположения. И в течение урока я перед вами ставлю такой вопрос. Соответствует ли иллюстрация этой названию рассказа «Братишка»? Иллюстрация и название, они соответствуют или нет? Этот вопрос мы ответим в конце урока. А сейчас правила слушания помните? Давайте их соблюдать. Давайте послушаем образец чтения рассказа. Братишка. У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом куст бузины. На бузине сидели в углу два молодых воробья, совсем еще молодых, с пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-желтыми парами по краям клювов. Фил все поглядывал к другому и
и перекликался с ним на звенящем своем языке. Другой, чуть поменьше, с серьезным видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. Продолжай, Лия. А пить, видимо, хотелось. Клюв был разинут от жары. И вдруг я ясно увидел тот первый. Он уже давно напился и просто примером своим ободряет другого, показывая, что ничего тут не страшного. Хватит. Белогаева, продолжай. Он непрерывно прыгал по краю кадушка, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял ее из клюва и поглядывал на брата, звал его. Братишка на ветке решился, слетел к кадушке, но только коснулся лапками сырого позеленевшего края и сейчас же Продолжай, Пакиза. испуганно порхнул назад и бузинул. А тот опять стал его звать и добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, все время трепыхая крылышками, и напился, оба улетели. Понравился, дети, вам рассказ? Да! А кто главный герой этого рассказа? Кто скажет, кто главный герой рассказа? Скажи. Птички. Муслим? Полный ответ? Кто главный герой? Там главный герой воробей. Воробьи. Хорошо. Какую забавную картину увидел автор в этом рассказе? Какую забавную картину он увидел? Вы прочитали, какую забавную картину он увидел? Что он увидел? Как брат что делает? Белогаева? Как брат зовет друга. Полный ответ скажи. Автор увидел. Автор увидел, как один воробей помогает Другому брату. А теперь предлагаю вам поработать по нему. И одно задание мы выполним, дети, в командах. Первая команда. Биологи. Вы должны будете... Вот тут есть у нас картина. Вы должны по данному началу придумать рассказ. Вторая команда. Историки получают. Выпишите из словаря значения незнакомых слов и растолкуйте. Третья команда, вы должны продолжить этот текст 2-3 предложениями на этом листочке. Работаем. Вот эти листочки. Они ищут пищу. Работаем. Дружно. Это человеческий глаз. Быстро. Потом подумайте, кто от вас группу и будет отвечать. И кто будет отвечать от группы? Я. Все слова нашли. Если команда готова, соедините руки над столом домиком, чтобы я вас видела. Хорошо, опустили. Ответственный. Подумайте, кто будет отвечать у вас? Я. Отвечай. Два воробья сидят на заборе. Они пищу ищут. Они на шариков похожи. Это во время мороза. Они сидят на кадушке. Хорошо, молодцы. Справились с заданием. Вторая группа. Кто у вас отвечает от группы? Отвечает Мурат и Фатима. Отвечайте. Катушка небольшая бочка. Кадушка небольшая деревянная. Деревянная бочка. Пазуха, пространство между грудью и одеждой. Бузина кустарник. Бузина кустарник. А теперь давайте мы проверим, правильно ли они нашли слова в словаре. Бузина – листопадный кустарник, многолетнее деревянистое растение. Правильно он нашел, дети? Правильно. Бузина – слово. На какой слог падает ударение? На какой слог падает ударение? Скажи, Фатима. На третий слог. На третий слог падает ударение. Дети, я вам скажу, бузина бывает черная и красная бузина. Она очень ядовита для животных и для людей, но очень полезна при болезнях суставов и лечит нервы. Следующее слово. Кадушка. Небольшая деревянная бочечка, в которой можно солить огурцы. Кадушка. На какой слог падает ударение? Скажи. На А. Как надо говорить? Скажи, Рамазан.
На второй слог. На второй слог падает ударение. Правильно, следующее слово пазуха, пространство между грудью и прилегающей к ней одеждой. Правильно тоже нашли из словаря это слово пазуха. На какой слог падает ударение, Фатима? На Не надо первый слог кричать. падает ударение. Молодец, на первый слог падает ударение. Они тоже справились со своим заданием. Третье, литераторы. Кто у вас отвечает? Какое задание? Отвечаю я. Давай, отвечай. Напишешь, они сели обратно на Бузину. Они улыбались друг другу. Они были довольны. Молодец. Тоже все три группы справились с заданием. А теперь оцениваем вашу работу. Работа над текстом «Братишка». Оценивайте, ставим оценки. Оценили? Все, руки поставили правильно. А сейчас, дети, слушаем внимательно. Читаем глазами и губами. Читаем. Хватит. Прочитав рассказ, какова основная мораль рассказа? Какова основная мораль? Кто скажет? Скажи, Лия. Младших надо уважать. Младших надо уважать. Еще, Муслим, скажи. Братская дружба. Там братская дружба. Ты так понял, да? Пакиза. О младших надо заботиться. Заботиться, дети. И у птиц есть братская дружба и взаимопомощь, дети. Вы увидели, как автор относится к этим птицам, дети, как он заботится, любит, наблюдает за ними. А ваши чувства, что вы почувствовали, прочитав этот рассказ? Что вы почувствовали, дети? Вы переживали за этого маленького воробья? Или не, кто не переживал? Кто переживал? Скажи, Сулейман. Я переживал за маленького воробья. Я рад, что у него получился испить бочки. А ты, Залина? Я переживала за маленького воробья. Я тоже переживала за маленького воробья. Я рада, что у него получилось напиться из бочки. Муслим. Я тоже переживал за маленького воробья. Я рад, что у него получилось попиться из бочки. Напиться из бочки. Продолжаем свое путешествие, наше путешествие. А, ребята, теперь я вам предлагаю выполнить работу, которая вам очень нравится. Надо составить моделирование в виде синквень. У каждой группы, у каждой команды свое ключевое слово. Первая группа и третья группа вы получаете ключевое слово у вас старший брат. Возьмите, выполняйте. Вот у вас тоже старший брат, ключевое слово. А вторая команда, у вас ключевое слово младший брат. Выполняйте, работаем. Кто забыл, как надо было составить синквень? Смотрим. Порхнул, перепорхнул и сел. Какая группа закончит? Поднимите руки. Первая группа тоже закончила. Хорошо. А теперь опустили руки. Первая группа. Кто отвечает от группы? Отвечай. Старший брат, заботливый, внимательный, перепорхнул, поглядывал, перекликался. На кадушке сидели два воробья. Дружба. Дружба. Хорошо, молодцы. Вторая команда, историки. Кто у вас читает? Читает Раина. Раина, да, читает? Младший брат. Громко читает. Младший брат, опасливый, нерешительный, порхнул, перелетел, напился. Испуганно порхнул назад на бузину, боязливый. Хорошо, молодцы, тоже справились. Теперь третье. Литераторы. Кто у вас отвечает от группы? Отвечает Мария. Старший брат, терпеливый, уверенный, напился, ободряет, показывает. Старший брат заботится о младшем. Любовь. Молодцы, дети.
Спасибо. Я очень рада, что вы выделили этих героев старшего воробья и младшего воробья. И главное, вы поняли идею этого произведения. А теперь оцениваем этот вид работы. Оцениваем. Все закончили? А теперь слушаем. Продолжаем наше путешествие. А сейчас, дети, мы с вами поиграем игру, которая называется «Дерево мудрости». Вы должны составить вопросы, дети. Написать, у вас желтые листочки на партах, написать эти вопросы. Вы будете ставить, а я буду снимать. Я тоже хочу с вами поиграть в эту игру. Я буду их снимать и читать. Пишите вопросы. Что слушай, пусть пишут. Напишите вопросы, подумайте, кто будет ставить на дерево мудрости. Кто закончил, идите ставьте, клейте на дерево мудрости. Прямо на дерево, да, не достаешь. Ага. А теперь давайте, я же сказал вам, что я тоже хочу с вами поиграть в игру. Я буду снимать, дети, а вы отвечайте правильно, внимательно слушаем мои вопросы. Придумайте другое название к рассказу. Кто придумает другое название к рассказу? Рамазан, скажи. Два брата. Два брата ты придумал. Скажи, Залина. Два друга. Два друга. Рамгимханов, Мурат, я вижу вот твою руку. Два брата. Два брата ты придумал. Хорошо. Марион, скажи. Дружба. Сколько было воробьев, дети? Сколько было воробьев? Азизова Фатима. Полный ответ. Воробьев было? Два, да? Два ты хотела сказать. Хорошо. Дальше. Сколько в первом абзаце предложения? Считайте, дети. Считайте. Просто не надо говорить. Считаем внимательно. Прочитали? Сколько в первом абзаце предложений? Сколько в первом абзаце? Бутаева Фатима? В первом абзаце 3 предложения. 3 предложения. А теперь скажите, как вел себя смелый и бойкий воробишка? Как вел себя смелый? Какой он был? Скажи, Велгаева, какой он был? Он был внимательный. Еще он какой был? Терпеливый. Скажи, Марьям. Храбрый он был. Скажи. Красивый. Разве? Старший брат какой был? Мы об этом говорим. Мы о старшем брате говорим. Скажи, Марьям. Уверенный он был. А каким был братишка? Каким был младший, маленький самый братишка его? Скажи. Трусливый он был. Скажи, Белгаева. Опасливый он был. Мария, скажи. Неуверенный. Хорошо, хватит, дети ваши. Еще одна была там? Упала, да? А какие произведения о животных вы помните, вы читали с вами на уроках литературного чтения? Мы с вами читали, дети. Скажи, Лев. Гуси. Кто написал Гуси? Произведение это Ушинский, да? Ты забыла, наверное. Да. Еще какие произведения мы с вами читали? Жаворонок. А кто написал автор? Чуковский написал. Правильно. Еще что мы читали? Птичка. Быть птичка. Хорошо. Муслим что-то хочет сказать. Воробей. Да. Написал Иван Сергеевич Тургенев. Молодец, Муслим. Написал Иван Сергеевич. Вот мы повторили и прочитали, дети, произведения 2 авторов. Авторы разные, но идея, главная тема там одна, дети. А теперь вспомним, в первом произведении Иван Сергеевич Тургенев, который написал рассказ «Воробей», какая там главная тема была? Мама что делала там? Кто скажет? Скажи, Пакиска. Мама спасала своего детеныша. Мама спасала своего детеныша. Сулейма, что ты хотел сказать? Мама спасла Детеныша. А во втором произведении, в этом, который мы сейчас прочитали, рассказ братишка Вересаева, там кто кого спасает? Кто скажет? Раина?
спасает своего брата, дети. Хорошо. Хорошо, дети. А теперь в этом произведении, дети, говорится о материнской любви. Материнское сердце многое может радоваться, страдать, может принимать речь обиды своих детей. Оно всегда способно согреть, помочь, защитить. Братская любовь пуще каменных стен. Любовь, дети, сильнее страха. А теперь, дети, оцениваем. Молодцы. Вам спасибо, говорит мудрое дерево. Оцениваем. Оценили? А теперь скажите мне, с каким рассказом мы сегодня познакомились? С каким рассказом мы сегодня познакомились? Скажи, рассказ. Мы сегодня познакомились с рассказом «Братишка». Рассказом. Автор этого произведения. Скажи, Мария. Викентий Вересаев. Викентий Вересаев. А чему учит нас Вересаев? Чему учит нас Викентий Вересаев? Скажи, Мария. Любить природу. Он учит нас любить природу. Еще чему учит, скажи. Он учит нас ухаживать за природой. Молодец. Ухаживать за птицами, за воробьями. Кто еще, Рагимханов? Он учит нас любить природу. Любить природу. Вилагаева что хочет сказать? Он учит нас делать кормушки для птиц. Да, нужно делать кормушки для птиц. Обязательно, Муслим. Он учит нас наблюдать за природой. За природой. Мария что еще хочет сказать? Он учит нас видеть красоту природы. Он Хорошо, ты что-то хотела сказать, скажи. делает кормушки для птиц. Надо, уже говорили, уже не надо повторяться. Дети, что-то хотела? Видеть красоту природы. Видеть красоту природы. Хорошо. Молодцы, дети. Постарайтесь ответить на вопрос, который вставили в начале урока. Соответствует ли иллюстрация рассказа названию рассказа? Посмотрите на иллюстрацию и на название. Соответствует это? Да. Да, соответствует. А теперь, дети, дополните эти предложения. Первое предложение. Я понял, что. Дополните. Скажи. Я поняла, что младших надо уважать. Младших надо уважать. Залина, что ты поняла? Я поняла, что младших надо защищать. Защищать надо. Скажи, Муслим. Я понял, что младшим нужно помогать. Младшим нужно помогать. Пакиска, что ты хочешь? Я поняла, что о младших надо заботиться. Заботиться, хорошо. Мне удалось, хватит, мне удалось. Что вам удалось на уроке, дети? Что мы сегодня делали, Сулейман, скажи? Мне удалось снимать фильм. Тебе удалось снять фильм, молодец, Лея. Мне удалось заполнить паспорт. Паспорт ты заполнила, молодец. Молодец. Скажи, Вилагаев, что ты Мне сделал? удалось написать синквейн. Сингвейн. А Муслим, что ты сделал? Мне удалось сделать информацию про воробья. Хорошо, Пакиска, что ты хочешь? Мне удалось продолжить текст. Текст продолжим. Мария, что ты хочешь? Мне удалось отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы, да? Хорошо. Следующее. Мне было на уроке. Закончите. Скажи, Азизова Фатима. Мне было на уроке хорошо. Хорошо. Как было еще на уроке? Скажи, Рамазан. Мне было на уроке весело. Весело тебе было. Хорошо. Еще как было вам на уроке? Фатима, скажи. Мне было на уроке На уроке. Как тебе было? интересно. Громко не надо выкрикивать. Выкрикивать не надо. Мы слушаем Фатиму. Все, Мне было на уроке интересно. Интересно тебе было на уроке. Теперь следующее. В будущем я хочу. Что вы хотите в будущем? Что вы хотите в будущем? В будущем скажи, Рамазан. Я хочу построить будущее скворечное. Скворечный кто хочешь построить? Еще. Залин, ты что хочешь в будущем? Сели, сиди, отвечай. Больше я хочу снимать фильм. Снять фильм хочешь, да? Еще раз, ты уже один раз снимала. Еще хочет снять фильм. Понравилось, наверное. Раина, что ты хочешь в будущем Я сделать? хочу сделать кормушку. Кормушку ты тоже хочешь. Сулейман, что ты хочешь в будущем сделать? В будущем я хочу сделать для птиц кормушку. Кормушку. Хорошо, Муслим. Не надо повторяться. В будущем я хочу наблюдать за птицей. Наблюдать за птицами. Хорошо, хватит. Теперь мне было трудно. Вот с какими трудностями мы встретились на уроке
Скажи, Сулейма, сегодня. Мне было Трудно. трудно снимать фильм. Фильм снимать трудно, все-таки ты снял. Воробьев не находил, да, ты? Лея, трудно снять фильм. тоже фильм трудно было снять. А Патиска, что было тебе трудно? Мне было трудно сделать синтез. Сделать синквейн тебе трудно было. Ну, с Леем. Мне было трудно тоже снять фильм. Фильм тебе не удалось, да ты понес и принес обратно. Ты не смог снять. Да, фильм ты не смог. Магомед, ты... Мне было трудно подготовить информацию. Тебе было трудно, да? Хорошо, дети, хорошо, хватит. А теперь, дети, домашнее задание. Смотрим и слушаем внимательно. Выразительно читать текст, подготовить подробный пересказ текста всему классу. Весь класс готовит вот это. Следующее. Подготовить информацию о прочитанном рассказе про птиц. Это задание я даю Бутаевой Фатиме. Кто хорошо сидит, я этим даю. Бутаевой Фатиме я даю это задание и Раине даю. Дальше. Подготовить информацию о Крылове. Это задание получит Залина получит и Пакизат получит. А теперь, дети, собираем ваши оценочные листы. Оценочные листы собираем. Ответственный собирает и передает учительнице на перемене. Я посмотрю, как вы себя оценили и поставлю свои оценки. Передали. Все. Ну, баба, давай, передавай. Передали. Все. А теперь спасибо вам за урок. Было очень интересно с вами работать. Урок окончен. До свидания. Сейчас возьмите ваши вещи. Сперва уходит первая группа. Первая группа литераторы. Вот они уходят. Третья группа, то есть литераторы. За ними вторая группа, историки. Идите в класс. Идите в класс. А теперь вы, биологи, первая группа, идите.